Поехали, ребята. Поехали мы сегодня с Туланом. Сегодня ему сделают немножко один укольчик, такой небольшой. На вакцинацию мы едем. Съездим по-быстрому. Это в конец села надо ехать. Такие дела. Вон как сейчас дорога какая. Бездорожье. Я решил съездить на УАЗике. А? Тулан? Ну-ка. Лежи. Давай. Дорога так. Снимать пока не будем. Молоковоз проехал. Ух. Надо подостыть. Уйди. Тулан, спать. Нельзя. Нельзя. Пока. Фу. Фу-фу-фу-фу-фу. Ну-ка. Фу. Да. Блин, так дергалось. Дергался-то есть. Фух. Ну все вроде как. Сделали. Укольчик ему. Мультикан 8. Все, прививка такая. Разных болезней. Да. Сейчас поедем, короче, и немножко поснимаю свое село. Как-то просили показать. Вкратце поснимаю. Там хоздвор, там хоздвор. Одно предприятие, колхоз, короче. И больше таких работы нету, где бы могли люди работать. Ну, это самая окраина села нашего. Это в сторону города, если ехать, вот это здесь заканчивается. И сейчас в сторону своего дома буду ехать. Фу. Ну, блин. Дергался очень сильно. Вот так. Здесь асфальт, не помню даже, был, нет, но вот с поворота там уже начинается. Фу. Вот это я спотел. Собаку. Убьемся, блин. Успокойте. Так дернулся неожиданно. Тулан. Всех облаивает. Собак, людей. Никто не пускает. Только слюни летят. Так, эта дорога тоже проходит к речке. Там обычно у нас проводят свиньи косу. Мероприятие такое. Традиционно уже стало, несколько лет проводят. Ну, здесь вот асфальт, наверное, видно, отсюда и асфальт ложили. 26 километров, короче, асфальта у нас украли. В принципе, с Богородска должны были все сделать асфальтом. А у нас сделали только до Богородска и 26 километров грунтовкой оставили, грунтовкой. А здесь по селу опять положили асфальт. Но это было годы перестройки. Село большое, длинное. Вот там дома. И до речки вон там. Такая полоса, тягун такое село. Магазины, продукты. Магазинов много, конечно. Это хорошо. Не надо далеко ходить за продуктом или еще.
горбыли пилят. Ну где? Частники приезжают, торгуют. Бывает там продуктом, мясо продают. Или еще вещи какие разные. Но покупателей, как и везде, сейчас мало. Не знаю, на сегодня там собаки лежат прямо на дороге. Колбасные продукты. Где? Колбаса там, туда-сюда, тут сельпо промазал. И, короче, на другой стороне больница была. Но знаете, ребята, это вот сейчас я так показываю, но в мае мне обещали знакомые, ну как, не обещали, а просто я попросил, и знакомых попросил, чтобы засняли мое село, наше село с этих, ну, на чем летают, парашют, как Карслан-то, и не знаю, как точно говорят, да. Ну, парашют и на спине такой пропеллер. И я им попросил, поснимайте там мое село. Если поснимают, я выложу уже видео с птичьего полета, как выглядит наше село. И посмотрим. Но хватит уже лаять. Это и магазин был, и сельсовет, и чем что уже не было. Тут тоже магазины с обеих сторон. Так что село очень большое и пока живое село. Летом больше народу приезжает с городов. Очень много спрашивают, где бы у кого можно прикупить дом или же еще в аренду взять. Вот и все, асфальт, конец. Там уже начинается грунтовка. В прошлом году делали мы уколы, и собаки сделали на этот шиворот, а в этом году мышцу сделали, мышцу, задние лапы, не лапы, а задние ноги, можно сказать. Вот, короче, перекресток идет к реке, там уже мост, через который я частенько приезжаю, снимаю видео там церковь с правой стороны. Вот уже, здесь уже, считай, наш райончик. Местечко Кения называется. Все участки разделены. Это местечко Кения. Где вот церковь, там местечко Рай. А откуда приехали, это Ягвы. Там дальше Тистовка, ниже Оль. Все по наименованию. Это прадеды так поделили так, на участки, я не знаю. Или сельсовет так разделил на участки, или же... Ну, это я не могу сказать, это историю чего-то. Вот видели, какое большое село, а там еще ниже, там дома, кругом дома. Так что жалко, что работы нету в нашем селе. И была бы работа, там из сел никто бы не выезжал. Смотрите, сайтинги. Ну, вот я поздно заметил, что надо говорить. У большинства домов вот сайдинги, крыши, вот смотрите какие. Это не наше село, это не угасаемое село пока. Стараются как бы держаться в строю, не сдаются. А не сдаются потому, что много пенсионеров в этом селе, вот и все дела. Смотрите, церковь, там клуб, сельсовет. Церковь, открытие в этом году, наверное, будет, если что, я поснимаю. Я не поклонник церкви, но снимать, наверное, я буду, если что. Если в дома буду, если не в походе или еще где. Крыши ондулином кроют, там профнастилом, дальше что, сайдинг обшивают. Есть, конечно, и старые дома, все есть. И там вот вышки.
Там тоже дома. Знаете, вот, я не знаю по количеству сколько домов, но село еще нормально живет. Вот это бездомная собака лежит. Знаете, вот куда-нибудь прилипнет к какому-нибудь двору, и там вот кормят ее. Это сучка, наверное, кормят ее, старенькая уже. Но и так вот без хозяина так и живет. Да, через стекло. Маша или кто-то. Ладно, вот. Провожает. Ну все, успокойся. Короче, дальше не получится комментировать. Вот у нас нокодукты сидели. Наш перекресток. Это больше половины пути проехали, а дальше еще там Кистовка начинается, и после Кистовка Алексеевка деревня. В ту сторону я больше езжу в походы. Вот там школа. А тут уже показывать мне нечего. Здесь уже все видели, все знаете про меня. Я ничего не скрываю. Начал это дело показывать свою жизнь блогерскую. Вот там мой дом. Скромно так. Пока без профнастила, без сайтинга. Главное, чтобы тепло было. Меня все устраивает. Все устраивает. Ну, а сейчас собаку в вольер загоним. Сегодня холодно на улице. На улице прохладно. И число 12 апреля. Вот такие дела. Сделали мы вакцинацию. Все нормально. Вот и все. Хоть немножко поснимал свое село. Ждите видео в мае, может будет село с птичьего полета, с высоты, если поснимают. Ну, вроде как договорился. А, Туланчик? Все, передай всем привет. Скажи до свидания, пока и удачи. Тулан рад.